Уже более 100 лет прошло с тех пор, как эта увлекательнейшая игра в футбол стала овладевать сердцами жителей Абхазии. Природа в республике, ее климат и характер людей располагает к игре, в которой просматривается особенный стиль и темперамент. Футбол довольно быстро становится популярнейшей среди игр, как, впрочем, это сложилось практически во всем мире. Эта игра дарит нам радость и разочарование, укрепляет дух борьбы и чувство единения. Эта увлекательная, интересная игра появилась на территории Абхазии в начале 20 века. Сюда стали приходить, в морской порт Сухум, многие корабли, в том числе и англичане приплывали сюда. И, как говорят наши старейшины, именно английские моряки начали играть в городе Сухум на каких-то таких небольших площадках в эту игру. Естественно, собирались горожане, смотрели, им становилось все интереснее и интереснее. Это, в общем-то, их начало увлекать. И где-то, по рассказам, опять-таки, старичков наших, в 1908 году уже появилась команда. Эта команда называлась Вени Види Вичи. И это состояла она из учащихся реального училища. А уже в 1909-10 годах появилось еще несколько команд, такие как Диана, Надежда, Орел. И где-то уже после Великой Октябрьской революции в 1918-19 годах в городе Сухум насчитывал уже около 10 команд. А в 1925 году, уже после революции, естественно, было проведено первое первенство города Сухум. И, по-моему, команда «Унитас» тогда стала первым чемпионом города Сухум. Были еще и другие команды. То есть на протяжении 20-30-х годов довольно много команд стало появляться на территории Абхазии. В 1926 году уже начали проводить первенство Абхазии. То есть это говорит о том, что уже первые официальные соревнования, где команда города Сухум участвовала и в первенстве Грузии, одновременно она играла и в первенстве Абхазии тоже. Наиболее яркие, конечно, личности, футбольные личности того периода, это где-то 30-е, может быть, середина 30-х годов. Такие известные тренера по футболу потом, это и Бошко, это и Илчиди, это и Бумбуриди, и Савиди. Люди разных национальностей играли, просто город тоже был очень многонационален. Но именно эти футболисты как-то они запали в душу болельщика и вообще, видимо, показывали хорошее мастерство. В 40-е годы уже новая плеяда растет, ближе к 50-м годам, и Владимир Маргани, и Ньязи Дзяпшипа, и Бумбуриди, и были еще трое братьев в Ардамияде, очень здорово играли. То есть потихонечку и Автандил Гогоберидзе, и Шота Ламинадзе. То есть здесь на самом деле очень благоприятный климат, и исходя из этого, видимо, футболисты гоняли этот круглый мяч изо дня в день и с утра до вечера. В принципе, абхазский футбол со временем сложил хорошую школу футбольную. Очень здорово в 60-е, в 70-е годы футбол в Абхазии развивался. В сборную Советского Союза очень часто привлекались игроки именно из Абхазии. Был даже такой матч, это, правда, был товарищеский матч, когда в составе сборной Советского Союза одновременно в протоколе матча значилось 5 футболистов из Абхазии. Мы, конечно, вспоминаем прежде всего и Ахрика Цвейба, и Виталика Дороселя, и более ранних, и Беслана Нанба, и Юрию Грамматикопула, и Гетманова, и Баркая, и Никита Симонян. И можно много перечислять, на самом деле, футболистов различных национальностей. Территория у нас небольшая, на самом деле, и не так многочисленна, но, тем не менее, именно Абхазия дала советскому футболу очень много сильных, классных мастеров кожаного мяча. Сегодня футбол в Абхазии набирает стремительные обороты. Этому способствует подъем в экономике и социальной сфере, последовавший после признания независимости нашей страны. За эти годы сделано многое в создании футбольной инфраструктуры. Вырос уровень чемпионата, развиваются детские футбольные школы, проводятся различные международные турниры. У Федерации футбола открылись новые горизонты. Это различные турниры, где наша национальная сборная может представлять Абхазию на международной арене. В этой работе велика заслуга Федерации футбола Абхазии и ее энергичного президента Джамала Губаза.
который еще известен нам как знаменитый футболист, игравший в СКА Ростов, Сухумском Динамо, Динамо Тбилиси и Ростовском Россельмаш. Сегодня он активно продвигает футбол в Абхазии. Да, в Абхазии всегда любили футбол, и футбол был всегда на первом месте. И мы хотим, сегодня, которые все имеющие к футболу отношения, продолжить эти традиции и развивать большой футбол в нашей стране. У нас очень талантливая молодежь, у нас очень талантливые юноши. Я думаю, что в ближайшее время мы покажем футбол международного уровня. Мы создали 4 юношеские сборные, мы создали молодежную сборную и национальную сборную. Проводим международные игры, мы участвуем в международных турнирах по всей России, по ближнему зарубежью. Не случайно нас организация КОНИФА пригласила на чемпионат мира, и мы получили еще приглашение сейчас на чемпионат Европы в Англии. В организационной работе для участия команды в этом турнире Федерации футбола помогал и президент клуба «Динамо Сухум» Астамур Адлиба. Подготовка началась с того, что мы с Федерацией футбола совместно, у нас был план организовать Кубок мира среди 4 стран. Дружеских нам, это Приднестровье, Южная Осетия, Нагорный Карабах и Абхазия. Пока шла подготовка, мы получили приглашение. Мы провели ряд уже товарищеских встреч, с Нагорным Карабахом сыграли, с Южной Осетией сыграли. Мы с Кубанью сыграли, кстати, очень хорошо, 2-1 выиграли. Получили приглашение от КОНИФА, это новая организация, которая создалась по проведению чемпионата мира среди стран, не входящих в ФИФА. В Швеции впервые было очень все серьезно, и мы приняли решение принять участие на этом чемпионате. Вот так вот все это началось. Подготовка, вы знаете, была очень сложная у нас, потому что были ряд проблем у нас, были финансовые сложности, были визовые проблемы, которые мы тоже как-то преодолевали. И в процессе, конечно, мы смогли получить визы только тем гражданам, у которых были российские загранпаспорта, выданные в России. Ряд футболистов, почти 10 футболистов не попали. И в связи с этим, кстати, нам пришлось взять 2 крайних защитников и вратаря россиян, потому что у нас не было на этих позициях никого, людей с паспортами, и вот этот момент был для нас, конечно, очень неприятный, но надеюсь, что в следующий раз у нас все получится, уже будет лучше. Я очень хочу отметить то, что с нами вместе, благодаря нашему другу и соотечественнику Дмитрию Пагава, да, который нам организовал, благодаря нему мы вообще все визы получили, и поездка нам удалась, потому что он гражданин Швеции и гражданин Абхазии одновременно, и это нам, конечно, очень помогло. Абхазия. Пусть это приглашение не на главный футбольный мундиаль, а на его альтернативу – чемпионат мира, проводимый организацией КОНИФА. Это очень значимое событие в истории футбола Абхазии. Впервые национальной сборной по футболу представилась возможность участвовать на турнире такого уровня в Европе, продемонстрировать свое мастерство, свою страну, гимн и флаг. Об этом знаменательном событии мы расскажем поподробнее. Чемпионат мира 2014 под эгидой КОНИФА принимала Швеция в городе Эстерсунд с 1 по 8 июня. Кстати, очень символично, что вслед за этим турниром через несколько дней в Бразилии стартовал главный турнир на планете – чемпионат мира по футболу. Вкратце ознакомим вас с историей ассоциации КОНИФА. В предыдущие годы подобные турниры проводила организация НФ Гоард, но их деятельность была свернута. Вслед за этим очень своевременно швед Пер Андерс Блинд основал Конфедерацию независимых футбольных ассоциаций, то есть КОНИФА, которая занялась проведением международных турниров для национальных команд, не входящих в ФИФА. Федерация футбола преодолела все организационные трудности при подготовке команды для выезда на турнир. Сборную укомплектовали из футболистов местного чемпионата и наших игроков, играющих в различных российских клубах. Проводились усиленные тренировки, где ребята с воодушевлением выкладывались за право попасть в сборную и представлять страну на столь представительном турнире. Самое главное, что команда сегодня духом готова и физически тоже она готова. Собственно, ситуация возникла такая, что ребята в сочетаниях неизвестных друг другу впервые выступают в центре поля, в частности, в обороне там и так дальше. И тот процесс, который мы вели до этого, он, собственно говоря, как нам и говорило, что будет такая ситуация, ребята быстро освоились на поле, находят общий язык друг с другом
и не теряют запал сердца своего. Это большое дело. Ну, во-первых, это большая честь быть капитаном команды. Нас ждет грандиозное событие. Я думаю, что если все-таки состоится, что мы туда поедем, я думаю, что самая главная задача, что мы там выступили достойно. А какой настрой в команде внутри? Настрой самый серьезный. Я пару дней уже здесь нахожусь и вижу, как ребята относятся к делу, как глаза горят, с большим желанием тренируются, очень хотят показать себя. И вот 31 июня, совершив 3 авиаперелета, национальная команда Абхазии по футболу прибыла в город Эстерсунд. В Швецию на чемпионат мира были приглашены национальные команды по футболу из Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха. Названия остальных команд требуют пояснения. Они представляют отдельные народности или территории различных стран. Команды графства Ницца и Окситания из Франции. Еще 2 команды Ассирия и Курдистан из Ирака. Остров Мэн из Великобритании. Дарфур представляет часть Судана. Тамил и Лам из Шри-Ланки. Падания представляет север Италии. Сапми из Лапландии. Это народность саамов, проживающая на территории, расположенной ныне на стыке государств Норвегии, Финляндии, России и Швеции. Собственно, это команда хозяев чемпионата. Она укомплектована норвежцами и шведами. Всего 12 команд. Коротко о регламенте турнира. Команды по жребию разделили на 4 группы, по 3 в каждой. На групповой стадии каждая из них проводит 2 матча. Следующий раунд проходят 2 лучшие сборные, а занявшие в подгруппах последние места в личных встречах с 9 по 12 позиции. Проигравшие в четвертьфинале играют за 5-8 места, проигравшие в полуфинальных матчах сражаются за бронзу. Победитель определяется в финальном матче. Абхазия, Окситания и Лапландия оказались в группе «Б». В первой игре наша команда отыгрывалась после пропущенного гола. Первая игра, собственно говоря, была продолжением всего того цейтнота, в котором мы находились в преддверии подготовки к чемпионату. Так у нас сложилось, что добираться сюда пришлось почти сутки. Предыдущую ночь перед игрой не спать ребятам. И тем не менее, они все вышли на матч полные духа победителей, скажем, со стремлением победить. Играли с командой, которая уже бывала 3-м призером чемпионата мира. Сама игра получилась очень боевая, без особого большого количества моментов, но на хорошем нерве, в хорошем темпе, с великолепной самоотдачей и с довольно приличным уровнем, скажем, качественного футбола с нашей стороны. Ничейный результат, несмотря на то, что мы не забили пенальти еще по ходу игры, я считаю, все-таки был закономерный. А у них получился автогол. А Джинджал делал передачу на Ручица Ардзенба, который выходил 1 на 1. Выходил бы, если принял эту передачу. Защитник, доставая этот мяч в очень трудном положении, срезал его в свои ворота. По итогу можно сказать то, что результат не совсем то, что мы хотели. Хотелось все-таки победы. Но все равно смотрелись мы очень даже достойно. Я считаю, то, что соперника мы переиграли, особенно во втором тайме. Просто, может быть, чуть-чуть не воспользовались преимуществом. Во-первых, у нас уже появился кое-какой опыт выступления на таком уровне. И некоторые представления о сопернике, об уровне соперника. Во-вторых, кроме опыта у нас еще по ходу, мы ведь монтировали команду в буквальном смысле, так сказать, с колес. В связи с той ситуацией, которая, в общем-то, общеизвестна относительно невыдачи более половине команды виз.
Поэтому мы уже исходили из того контингента, который у нас остался в распоряжении в нашем, минимального, скажем так. Ну и, в общем-то, по ходу игры, по ходу самого турнира, сплоченности ребят нам хватало, но нужны были какие-то определенные вещи, связанные с взаимодействием на поле, с правильной игрой в тех или иных фазах игры. Ну, собственно, все, что связано с тактикой. И уже во второй игре мы выглядели, скажем так, более командно. Не менее агрессивно, но более командно. Но случился у нас курьез. Мы играли с хозяевами чемпионата, которые уже были и чемпионами мира, и бронзовыми призерами чемпионата мира предыдущих. Мы играли с хозяевами и во втором тайме остались с 10-0. Несмотря на это, сумели вырвать победу со счетом 2-1. Первый гол забил после подачи углового Вардания Амаль. А второй гол после великолепной передачи Жена диагональной на ходу принял мяч Тарба, Астик, и разделался с 3 защитниками по ходу и обыграл и вратаря. Принес нам победу. Игра была, конечно, нелегкая, тем более то, что мы остались 10-ром. Ну, молодцы все ребята, собрались. Ну, за счет какого-то характера, наверное, мы знаем, что на нас смотрит вся наша страна. За счет ихней поддержки. Все это у нас как бы сидит в душе, в голове. Мы это все прекрасно понимаем. Нас вся Абхазия нас смотрит. И это нас очень сильно поддерживает. И за счет этого как бы силы появляются. И... Вот сегодня забил гол Астамур. Ощущения какие? Очень я доволен, конечно. Но это не только моя заслуга, это заслуга всей команды. Мы играли с хозяевами, всячески хотели нас обыграть хозяева. Было удаление, играли в 10-ром, получили карточки. Мы переиграли в общей сложности около 12-17 минут, но все равно наши ребята проявили достоинство, мужской характер и закончили матч в нашу пользу. Да, они решили, что у нас уже зрелая, скомплектованная, давно, так сказать, играющая вместе команда и участвующая в разных турнирах, потому что корреспонденты подходили именно с таким вопросом: как много турниров вы до этого выиграли, например, расскажите, какие были это турниры. Но когда я им говорю, что это были всего разовые встречи там, а относительно этой команды это было всего 2 двусторонних тренировочных игры, собственно, у них недоумение было не только на их лице, но и в последующих их вопросах. Они говорят: неужели вы нас не разыгрываете? Третья игра была с дружественной нам командой Северной Осетии. Мы уже играли. Это была игра четвертьфинальная за попадание в полуфинал. Но опять же, игра сложилась по ходу всей игры, в общем-то, за исключением первых 15 минут, когда команда немножко волновалась, а потом мы еще не совсем... Мы же не имеем опыта. Вы представляете, что такое за такой короткий промежуток времени играть почти каждый день в футбол? После такого длинного перелета еще команде, которая, как бы впервые в таком сочетании находится на поле. Ребятам было очень трудно, но никто из них не ныл, не плакал. Все были вот мужчины в широком понимании этого слова и профессионалы, футболисты, так сказать, в узком понимании. Но игра сложилась так, что закончилась ничью. И несмотря на очень благоприятный расклад в начале пенальти, когда первый пенальти вратарь наш поймал, второй вынудил их соперника пробить перекладину, у нас, собственно, не получилось добиться победы вот именно по пенальти. Ну, пенальти общеизвестная вещь. Как говорят, футбольная лотерея. В этой лотерее
нам не достался счастливый билет, к сожалению. Очень непростая игра была сегодня, напряженная. Каждая команда хотела выиграть. Очень жаль, что мы сегодня встретились в этом матче. Рано. Очень рано. Мы должны были встретиться в финале, так как я считаю, что и команда Абхазии, и команда Южной Осетии сильнейшие на этом турнире. Но мы сейчас из-за нас, из-за вас дойдем до финала и победим. Мне очень понравилась игра. Еще раз повторяюсь, была игра файрплей. Без грубости. Игроки уважали друг друга, я им благодарен. За полем со всеми ребятами мы знакомы, у нас у всех братские отношения. Выйдя на поле, на 1,5 часа все забыли об этом, и получилась довольно-таки мощная игра, битва, я бы сказал. Не результативная, но интересная. Следующая игра была за 5-е место с чемпионами мира, двукратными чемпионами мира командой по Дании, которая, собственно, до этого на чемпионате мира провела 2 чемпионата мира и не сыграла даже ни одной ничьей, добилась только побед. И, кроме всего прочего, вообще феноменальный рекорд им принадлежит, они не пропустили ни одного гола. И так судьба распорядилась, что еще одну игру нам пришлось играть в меньшинстве. Второй тайм, проигрывая первый тайм 0-1, мы оказались в меньшинстве. И по ходу второго тайма ребята играли максимально дисциплинированно с одной стороны и творчески с другой стороны, что позволило нам, проигрывая по ходу матча 0-2, выйти вперед 3-2. И в самой концовке судья умудрился не заметить более чем метровый офсайд. На 92-й минуте нам забили гол. По пенальти мы опять оказались... Удача оказалась на стороне соперника. Но я думаю, что то, что касается красных карточек, это все были не прямые красные карточки, а повторные желтые. И вопросов к судьям много по поводу этих вторых желтых карточек. Оказались мы в меньшинстве. Значит, в первую очередь, это наша недоработка. В целом, я считаю, до удаления контролировали ход игры. Были хорошие подходы к воротам соперника. К сожалению, удаление немножко внесло коррективы, хотя, с другой стороны, как оказалось на практике, в меньшинстве мы выиграли 3-1, если так взять. То есть еще больше сплотились, стали как одно целое. В любом случае, поражение есть поражение. И на тренировке, если вспомнить, перед прошлой еще игрой все попадали, и по девяткам били, и все залетало. Это психологический момент, мяч круглый для всех. Единственное, хочу отметить, что каждый игрок нашей команды, все, включая руководство, живем здесь одним целым и все делаем на поле ради победы. Мы играли против чемпионов. Перед матчем нам тренер говорил, что эта команда, можно сказать, как играем за первые места, и она для нас как финальная. То есть надо было выходить и играть в футбол. Мы играли в футбол, но получилось так, что остались десятером и думали, что игра совсем уже невозможно будет. Но Абхазия такой народ, где дух и стремление, запрет как бы за всех. Нам надо было доказывать, что мы умеем играть. Мы вышли,
и доказали, что мы можем играть. И сделали все, что возможно было. Мы сравняли, догнали. Но немного удачи была не с нами, и немного мы упустили этот матч. Вчера мы опять вернулись к команде Окситании. И опять в 10-ром. И 5-я игра за 7 игр, за 7 дней. Кто играл в футбол, тот знает, что это практически для любого организма невозможно. А учитывая, что у нас на лавке всего 3 запасных, соперник выпустил 5 свежих футболистов. За счет этих свежих футболистов добился перелома во втором тайме. Ну и откровенно скажу, что если все предыдущие игры мы играли по восходящей, играли от игры к игре лучше и лучше, то в последней игре у ребят просто уже не было сил еще улучшить эту игру. Тем более в 10-ром. Собственно, я хочу сказать, что то качество футбола, которое показала команда, умудрившись, впервые выступая на этом турнире, выйти из подгруппы на первом месте, дает основания предполагать, что дальше при регулярной работе с этой командой можно прийти и к медалям чемпионата мира, и к чемпионскому званию. Я считаю, что в этих условиях, будь чуть-чуть поудачливее мы в финале, мы боролись бы за медали. Но эти пенальти, будем так говорить, да, над которыми нам удалось, успели поработать над пенальти перед четвертьфинальной игрой. Но это совсем другое дело. Это как бы та атмосфера, обстановка, которая на тренировке царит, когда ты бьешь пенальти. Хоть 5. Ребята, те, которые промазали, они по 5 забили на тренировке. 5 подряд. А надо чаще участвовать в соревнованиях, которые несут совершенно определенный настрой игрока и психологическое состояние совершенно иное. И в таком случае, как бы, ребята, приобретая опыт, совершенно могут стать хладнокровными в таких стрессовых ситуациях и добиваться результата. Ну вот, и сам чемпионат, я думаю, очень перспективен, желающие всегда будут. Единственное, что я так думаю, что у самих организаторов тоже не так много денег, и поэтому они вот посадили всех в такие жесткие рамки игровые. Ну, если вы сами понимаете, на больших чемпионатах мира и Европы месяц уходит на 5 игр, то тут неделя. Вы можете себе представить, что это такое, так сказать, что для организма это за стресс? Я думаю, перспективно. Почему? Все люди имеют право на самовыражение. Спорт и футбол, в частности, это вообще пик самовыражения. И маленькая республика сродни Абхазии могут о себе громко заявить как раз вот посредством футбола. И к этому стремятся все. Собственно, поэтому у такого чемпионата всегда будет перспектива. Отдельно хочу сказать еще раз, я уж по ходу комментариев нашего участия в чемпионате высказал, что наши ребята все оказались не робкого десятка, все оказались внутри с хорошим человеческим и профессиональным стержнем. Могу сказать, что с ними было приятно работать. И я думаю, что тот прогресс, который они демонстрировали от игры к игре, от тренировки к тренировке, говорит и о хорошей перспективе каждого футболиста, и о перспективе команды в целом. На что мы и надеемся в будущем, что все это сможет проявиться в реальные достижения в виде конкретных призовых мест на чемпионатах мира и Европы. Относительно таланта ребят, конечно, талантливая целая группа ребят есть. И молодые есть талантливые, и те ребята, которые уже как бы уже заявили о себе на российской арене, да, и ветераны, и начиная от Русика Аджинджала, и, так сказать, заканчивая там Шабатиком Логуа, и Жана Георгием, которые вот только-только как бы там начинают постигать бремя профессии. И Сандрик Цвейба, который уже успел, несмотря на молодые годы, заявить о себе. То есть достаточно молодежи, которая, собственно, нигде до этого не нашумевшая, не заявлявшая о себе
Астамур Тарба. Ну, посмотрите, какие он прекрасные игры провел. Ну и, собственно, я так могу каждого из ребят упомянуть. Но это отдельный разговор. Они играли за страну, за республику и так дальше, вы понимаете? И это уже внутренний стержень и внутренний движок. Это источник той самоотдачи, которую он демонстрирует на поле. Это совершенно разные состояния души, когда люди играют за свою страну как патриоты, и когда люди играют, с одной стороны, за свою страну, а с другой стороны, они будут выкладываться только в том случае, если им заплатят определенную сумму денег. И это уже потребительское, коммерческое отношение, оно всегда на порядок ниже структурно для команды. Потому что это не пустые слова, патриотизм, родина и все такое. Это не пафос. Реально это тот, скажем, энерджайзер внутри каждого человека, который его двигает, когда у него, казалось бы, сил нет. Сейчас же не секрет, что происходит, да, в большом футболе, с большими командами, с большими сборными. Назначили такие-то премиальные. Игроки довольны, будут выкладываться, недовольны будут. И у нас ни о какой и речи не шло, ни о каких премиальных. Все старались, просто рвались приехать, играть за страну, за республику, за родину. Определенную сумму от души из своих заработанных кровных денег выделил Руслан Аджиджал, как игрок команды, как капитан. Он счел необходимым и, так сказать, как-то поддержать ребят по ходу уже чемпионата. Это была его личная инициатива. Но особо хочу сказать о президенте Федерации футбола Абхазии, такой харизматичной личности, как Губаш Джамал. Если бы не его инициатива, мы бы сейчас у телевизоров смотрели, как играют, если бы смотрели еще, как играет чемпионат мира другие команды, и мечтали бы попасть сюда. А в данный момент мы с вами разговариваем, находясь на чемпионате мира, и знаем, что за нас искренне, с огромным энтузиазмом болели города и села, скажем, всех жителей Республики Абхазия. И поэтому на таком энтузиазме, который проявил Джамал Резович, собственно, и базировалось, так сказать, все наше пребывание здесь, начиная от вообще возможности поехать сюда и заканчивая тем, как мы в десятером сражались и все остальное прочее. Это все передалось всей команде. За это ему огромное спасибо и низкий поклон. Организаторы турнира вручают кубки и медали каждой команде, соответственно ее месту в турнирной таблице. Чемпионом мира стала сборная графства Ницца. Второе место заняла команда острова Мэн. Третье – команда Ассирии. Сборная Южной Осетии – 4-е место. Сборная Абхазии заняла 8-е место, а Нагорный Карабах – 9-е место. Мы очень рады, что команда из Абхазии участвовала в чемпионате. Это история для Абхазии и Канифа. Я был приятно удивлен. По ходу чемпионата абхазская национальная команда показала очень качественный футбол, высокие скорости, отличную технику. Абхазский футбол может быть послом, пропагандирующим эту игру в Кавказском регионе. Абхазия фантастически красивая страна.
Наши специалисты посетили эту республику, ознакомились с ее инфраструктурой и другими предпосылками для проведения там наших больших турниров. Канифа получила позитивный отчет, и эта работа будет продолжена. На вопрос о перспективах Канифа Пьер Андерс сказал: Совет организации проводит работу по развитию и расширению своих чемпионатов. Растет число команд, желающих участвовать в этих турнирах. Многие развитые страны предлагают свои кандидатуры для проведения этих турниров. Сборная Абхазии, она набирала потихоньку обороты, и к концу турнира она преобразилась и показала очень хороший, красивый футбол. Но Абхазии тоже не повезло из-за пенальти. Из-за пенальти вот каждый раз вот она давала осечку. Ну, с каждым годом, я думаю, турнир будет улучшаться и становиться все серьезнее и серьезнее, и чемпионат будет проходить все лучше и лучше. Ни одной игры в основное время. Приехали 13 человек, положилась большая нагрузка на ребят. Я считаю, мы достойно выдержали все, показали не только характер, но и классную игру. От игры к игре прибавляли. Думаю, тренер доволен, думаю, вся Абхазия довольна нами. Место, конечно, заняли не соответствующей игре. Но у нас не было опыта участия на таких турнирах, и это какой-то психологический момент. Я хочу сказать такую вещь. С нами было 2 агента ФИФА, они оба шведы. Они присутствовали весь чемпионат, им очень понравились наша команда. Они как бы фактически получалось, что они сопровождали именно нашу команду. Они жили в нашем отеле, вместе с нами были. Вот. Ну, что я могу? Я хочу сказать такую вещь, что мы планировали выйти из группы, это для нас была самая главная задача. А фактически мы вышли из нее, не проиграв ни одной игры. И в полуфинале, четвертьфинале мы как будто как злой рок. Мы все говорили, лишь бы не Южная Осетия, и вот именно Южная Осетия нам и попалась. И, как вы все видели, мы ее не смогли пройти, по ряду причин. Наверное, нам просто не повезло. Что мы получили от этого? То есть, во-первых, 3 наших футболиста уехали сразу в российский чемпионат, их заметьте. Кстати, наши агенты, которые были там, да, они очень отметили. Астамура Тарба отметили очень, Жанава отметили, Логу отметили, Цвейба отметили. То есть они вот этих футболистов выделили, они им очень понравились. Мне кажется, что, наверное, это самый большой наш успех, что мы вот в центре Европы подняли абхазский флаг, и гимн наш играл каждую игру. Мы все стояли под этот гимн и гордились тем, что у нас вот есть. Положительные эмоции, радость и поддержку родных и близких. И мы почувствовали себя страной не только у себя на родине, но и по всему миру. Чемпионат мира был очень сильный. Мы впервые на этом чемпионате мира. Это для нас огромнейший опыт. У нас команда выступила очень достойно, отлично. Я могу сказать, и пользуясь этим случаем, хочу поблагодарить нашу национальную сборную, кто был рядом с ней, кто помогал ей с первого до последнего дня. Огромное спасибо. На церемонии закрытия царила веселая атмосфера. Команды пели, приветствовали друг друга, включали речевки, а 3 кавказские команды проскандировали вместе.